Сегодня мы собрались по прекрасному поводу. Это вручение международной стипендии «Знанием победишь». Напомним, что это именная стипендия первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева, которая традиционно вот уже 19-й раз именно в этот день, 13 ноября, проводится в день рождения Михаила Ефимовича. На протяжении многих лет церемония вручения стипендий проводилась на сцене Саха-театра, а в этом году по известным причинам этот проект обрел новый формат. Именная стипендия «Знанием победишь» – это признание педагогического мастерства, инноваторства, поддержка одаренных, талантливых детей и взрослых. Лауреаты премии – это лучшие обучающиеся победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, педагоги-профессионалы, подвижники культуры и науки, образования, вдохновляющие окружающих на познание, научные открытия и творчество. Лауреатов международной стипендии «Знанием победишь» поздравляет руководитель администрации главы и правительства нашей республики Афанасий Владимиров. Добрый день, Афанасий Семенович. Добрый день. Очень рада вас видеть в нашей студии. Я тут тоже очень рад участвовать сегодня в церемонии вручения именной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Рад за тех, кто сегодня с волнением этого часа ждал, стремился к совершенствованию своих знаний, побеждал в различных конкурсах, олимпиадах, учил, воспитывал своих детей и воспитанников. Мы уже на протяжении многих лет ежегодно в день рождения Михаила Ефимовича участвуем в этой церемонии. Я бы хотел сейчас от имени руководства республики зачитать поздравления в адрес Михаила Ефимовича. Уважаемый Михаил Ефимович, от имени руководства республики Саха-Якутия и от себя лично, от всей души поздравляю вас с днем рождения. В этот замечательный день вновь выражаю вам свое почтение и огромную благодарность за вашу поддержку. Вы человек, с чьим именем неразрывно связана история становления Республики Саха-Якутия. Ваша политическая воля, мудрость, стратегическая дальновидность позволили нашей республике в сложные для всей страны годы укрепить новую государственность, заложить надежные основы для поступательного социального и экономического развития. Вы открыли настоящий потенциал нашей республики, определили масштабы развития и горизонты будущего для всех якутян. Прогрессивная доктрина развития нашего региона, созданная и внедренная вами и вашей командой, до сегодняшнего дня продолжает воплощаться в реализуемых в Якутии проектах и программах. Ваше имя отзывается самыми добрыми чувствами в сердцах многих и многих якутян. Вы своей жизнью и трудом показываете высокий пример служения своему народу, родной республике и великой России. Желаю вам, глубоко уважаемый Михаил Ефимович, доброго здоровья, счастья, бодрости духа, дальнейшего активного участия в политической жизни Республики Саха-Якутия и в Российской Федерации. Всех вам благ и вашим близким. С искренним уважением глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Вот такие поздравления Арсений Сергеевич адресует нашему уважаемому и любимому Михаилу Ефимовичу. Ну а я желаю, чтобы те, кто получит сегодня стипендии, чтобы они не останавливались на достигнутом, а это огромная оценка, важная оценка в их жизни позволила им достигнуть новые вершины с тем, чтобы прославлять нашу Якутию, с тем, чтобы прославлять нашу великую Россию. Еще раз всех с праздником! Огромное спасибо, Афанасий Семенович. А я напоминаю, что стипендиатами становятся российские и иностранные деятели, внесшие вклад в развитие образования, культуры и искусства нашей республики. За 18 лет лауреатами именной стипендии стало более 60 педагогов и более 50 обучающихся из разных регионов России. А 3 года назад премия получила международный статус, поэтому стипендиатами могут стать не только
только российские, но и иностранные граждане. Так, в прошлые годы лауреатами стали руководитель образовательных учреждений, советник правительства Гонконга Патрик Хак Чанг Лам и преподаватель из Южной Кореи Но Тэ Чол. Но как все начиналось? Давайте перенесемся в 2002 год. Именная стипендия первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь» была учреждена в 2002 году и вручается ежегодно лучшим учащимся, выдающимся педагогам и деятелям культуры и искусства с целью дальнейшего стимулирования творческого труда. Порядка 125 человек удостоены именной стипендии «Знанием победишь». Вот эта стипендия является таким вот вдохновением для того, чтобы дальше продолжить свое открытие мира. Те ребята, которые были лауреатами международной стипендии «Знанием победишь», они заканчивали самые престижные вузы России, обучались за рубежом и являются в данный момент самыми успешными молодыми людьми, которые работают во всех сферах образования. Я всегда очень благодарен, именно имеются такие стипендии, которые вдохновляют молодых, талантливых, одаренных детей на новые успехи, на новые победы. Лауреатам вручаются нагрудные и настольные знаки, отчеканенные на Монетном дворе в Москве. На этих знаках имеется надпись на латинском языке, которая дословно переводится как «Знание побеждает». Вдохновенный труд, познание и такая вот любовь к своей профессии, к тому, что ты выбрал, это является, большим стимулом для того, чтобы работать дальше, жить, учиться. Время нас выбирает, но мы должны в этом времени тоже быть успешными. Стипендия первого президента Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь» является таким основой для того, чтобы человек разумный на основе своего знания побеждал. Я считаю, что это награда, которая для нас является почти что наградой такого уровня, как Нобелевская, да, для якутского школьника, для якутских педагогов. И я считаю, что эта награда имеет очень большое будущее. Это на самом-то деле признание очень большой работы, труда, которые наши обучающиеся приложили в своих направлениях, будь это и проектная деятельность, олимпиадная деятельность, и творчество, искусство. И также работа наших педагогов, которые каждый день, ежедневно, очень много работают для того, чтобы достичь всех этих результатов. Потому что достичь результата очень сложно. Большая конкурентная, уровень конкуренции, много надо читать, много знать. Каждый день, все время учить себя, находить что-то новое, и только тогда вы можете достичь того уровня, которыми являются обладатели данной премии. Лауреатами становятся учащиеся, интеллектуалы и юные исследователи, талантливая молодежь, учителя, профессионалы, сподвижники культуры, науки, образования, вдохновляющие юные умы и сердца на познание, научные открытия и творчество. Руководители образовательных учреждений, лидеры, способные чувствовать время, открывать перед собой перспективы развития. Я, будучи лауреатом 2013 года, с тех пор поступил в Северо-Восточный федеральный университет, окончил бакалавриат с красным дипломом, сейчас учусь в магистратуре. По своему профилю, по математике, неоднократно защищал честь университета на российском и международном уровне. Я являюсь выпускником Актемского технического лицея и одним из первых лауреатов премии «Знанием победишь». В данный момент живу и работаю в Академгородке Новосибирска. Являюсь главным инженером разработки в Сбербанке. Благодаря большой поддержке моих учителей школы я получил очень хорошее образование, что дало мне возможность работать в одном из крупнейших центров науки и современных технологий в нашей стране. Как специалист в IT-области хочу сказать, что фраза «знанием победишь» – это не просто красивое выражение, а необходимость, требования современного мира.
В первый год стипендия была вручена учителям и учащимся родного для Михаила Николаева Актемского наслега. С 2005 года соискателями стипендии становились учителя и учащиеся всей республики. А с 2018 года охват вручения стипендий вышел на международный уровень. Быть стипендиатом – это означает никогда не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем, а может быть на шаг впереди. Мне близка по духу и деятельности идея Михаила Ефимовича о цивилизованном, благополучном человеке Севера. Я думаю, что эта идея должна жить в каждом из нас и подвигать на новые яркие поступки, неустанный интеллектуальный творческий труд и неутомимую работу души и сердца. Это большая честь, когда твою работу признают на таком уровне. Выражаю от лица всех стипендиатов благодарность Михаилу Ефимовичу Николаеву, а также желаю всем стипендиатам дальнейшей плодотворной работы и творческих успехов. В этом году поступило 22 заявки от обучающихся и 8 от педагогических работников. И 6 ноября общественной комиссией был представлен список кандидатов этого года по отбору претендентов на стипендию. А 9 ноября Михаил Ефимович Николаев утвердил список стипендиатов 2020 года. С поздравительным словом у нас в эфире Михаил Сивцев, министр образования нашей республики. Дорогие друзья, от себя лично и от имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия поздравляю вас, лауреатов 2020 года именной стипендии «Знанием победишь» первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. В первую очередь хочу поблагодарить вас за ваш вклад в развитие образования, культуры и искусства нашей республики. Вы лучшие учащиеся нашей республики. Вы победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций. Будущий цвет нашей национальной интеллигенции, кому мы можем доверить наше будущее. Вы являетесь теми, на кого возложены большие надежды всех нас. Дорогие друзья, сегодня я хочу поздравить также нашего первого президента с днем рождения. Михаил Ефимович, вы возглавили нашу республику в сложное время, переломное время для нашей страны и заложили будущий вектор развития нашей Якутии. Одной из ваших приоритетных задач являлось создание лучших условий для развития образования. Благодаря вашему содействию получили поддержку законы, которые помогли сохранить главное наше достояние – педагогические кадры, наши школы и лучшие образовательные традиции. За 10 лет в республике было построено более 200 новых зданий школ, открыто более 10 высших учебных заведений. Для равного доступа к средствам обучения была приобретена компьютерная техника для всех наших школ. Все наши школы подключились к глобальной сети интернет. Была создана сеть президентских школ. Благодаря этим усилиям 70% выпускников наших школ стали поступать в высшие учебные заведения нашей страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ярким примером является организация работы по подготовке и расстановке кадров. Для этого был создан специальный департамент по подготовке и расстановке кадров при президенте Республики Саха-Якутия, который установил тесные контакты практически со всеми высшими учебными заведениями нашей страны. Мы по сей день по этим контактам взаимодействуем, осуществляем целевую подготовку для экономики нашей республики.
отмечу, что открытие большого количества учебных заведений и спортивных объектов помогло сделать большой и уверенный шаг вперед. Михаил Ефимович, вы являетесь настоящим лидером, примером для нас, для нашего поколения. Все, что вы сделали в годы руководства и продолжаете делать сейчас для развития нашей республики и страны, заслуживает большого уважения. Именно благодаря вам, вашим решениям, открылись новые таланты, зазвучали имена многих молодых ученых, писателей, спортсменов, художников. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья. Лауреатов международной стипендии «Знанием победишь» поздравляет ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева, доктор химических наук, профессор Академии наук Александр Мажуга. Глубоко уважаемый Михаил Ефимович, примите искренние поздравления с днем рождения. Перемены, которые вы привнесли в жизнь науки и высшего образования, стали новой ступенью развития Республики Саха-Якутия. Ваш самоотверженный труд, профессионализм, управленческий талант позволили начаться самым крупным и смелым проектом. Ваша инициатива по учреждению именной стипендии «Знанием победишь» является ярким примером общественной поддержки и мощным стимулом для дальнейшего развития учителей и учащихся. Она призвана поддержать педагогов с одной стороны, педагогов-новаторов, учителей, кому не безразлична своя профессия, оказать поддержку реально одаренным и талантливым детям. Лауреаты премии – это школьники, с одной стороны, это юные исследователи, будущее науки, талантливые ребята, кому можно доверить развитие науки в республике и стране. А с другой стороны, это педагоги и профессионалы, которые увлечены как наукой, так и образованием, которые вдохновляют юные ума и сердца на познание научного открытия. Это руководители образовательных учреждений, лидеры, которые чувствуют время, открывают перед собой перспективы развития. Мне, как лауреату стипендии «Знанием победишь», была крайне важна ваша поддержка. Я стал лауреатом стипендии в 2013 году. В то время на базе физико-математического форума «Ленский край» мы занимались с ребятами, школьниками из Якутии по химии. Вместе с коллегами из Северо-Восточного федерального университета имени Амосова впервые подготовили сборную команду Республики Саха-Якутия для участия во Всероссийской олимпиаде по химии. Впервые стали победителями и призерами. А сейчас уже наши ученики продолжают начатые традиции. Уважаемый Михаил Ефимович, от всей души желаю вам и вашим близким здоровья, энергии и сил на исполнение задуманного. Спасибо. А я рада представить вам помощника главы нашей республики, председателя общественной комиссии международной стипендии «Знанием победишь» Афанасия Ноева. Добрый день, Афанасий Иванович. Я очень рада видеть вас в нашей большой светлой студии. Добрый день, Марина. Афанасий Иванович, мы знаем, что получается, что эта стипендия в этом году обрела новый формат. А вообще, какие изменения за все годы существования претерпел этот проект? Во-первых, в республиканском масштабе эта стипендия вручается, как было сказано, 2002 года. 2002 года. И в 2012 году Михаил Ефимович начал вручать эти стипендии уже в российском масштабе. И, как было сказано в истории, 2018 года уже учителям, педагогам, которые внесли вклад в деле обучения, воспитания детей республики именно с других стран зарубежных. Так развивалась именно стипендия «Знанием победишь» нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Итак, в этом году премии удостоено 6, это 3 учеников и 3 преподавателей. И один из них Кирилл Куницын, ученик 11 класса информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. Кирилл Алексеевич Куницын, ученик 11 класса информационно-технологического лицея номер 24 имени Варшавского
город Нерюнгри. Победитель Международного фестиваля науки и техники в городе Милан, Италия. Двукратный победитель Международного научно-технического системно-инженерного конкурса НТСИ «Скарт». Москва, Сколково. Победитель 18-й научной конференции Амурского государственного университета «День науки». Многократный призер Всероссийского робототехнического фестиваля «Профест», действительный член Малой академии наук республики, призер финального этапа 5-го республиканского конкурса «Моя профессия IT», призер республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, победитель 24-й республиканской научной конференции «Шаг в будущее». Мы хотели бы поздравить всех стипендиатов 2020 года. И я хотел бы сказать, что на протяжении 19 лет, которые вручается именно нашим учителям и нашим учащимся стипендия «Знанием победишь», получили 66 учителей и 49 учащихся. Да? И я хотел бы показать именно вот от имени первого президента мы сегодня будем вручать знак «Знанием победишь», так? И первым его мы тем, что да, у нас Кирилл находится на связи, он видит по телевидению в прямом эфире, да? Кирилл, мы вас поздравляем. Да, я с вами по телефону сегодня разговаривал. Поздравлял ваших родителей и вас как победителя. И вот хотел бы онлайн, так современно, ну как бы с тем, что у нас пандемия, хотел бы пожелать вам успехов, удачи. И, конечно, уже вы получите вот знак «Знанием победишь». Спасибо большое. Для меня это, разумеется, очень большая честь. Хочется также поздравить других лауреатов и поздравить Михаила Ефимовича с днем рождения. Кирилл, вы сейчас выпускник школы. Какие у вас планы на поступление? Вы уже определились с вузом, со специальностью? Да, я буду поступать, думаю, в Петербург на программиста. Кирилл, вы, может, собираетесь как отец стать инженером, потому что мы знаем, что у вас отец инженер, работает в «Газпроме» в городе, в Нерюнгри. Ну, да, я имею такую возможность. У меня, то есть, я иногда даже разрабатываю инженерные проекты. Но мне как-то больше программирование нравится. Привлекает, да? Что ж, огромное спасибо, Кирилл, что вышли с нами на связь. Мы еще раз вас поздравляем с получением именной стипендии «Знанием победишь». Спасибо. Как мы уже говорили ранее, что стипендиатами международной премии «Знанием победишь» становятся не только обучающиеся, но и педагоги. И в тройку педагогов, отмеченных именной стипендией Михаила Николаева, вошла Анастасия Елизарова, учитель математики Саха-гимназии города Якутска. Анастасия Васильевна Елизарова, учитель математики Саха-гимназии, город Якутск. Руководитель методического объединения учителей естественно-научного цикла. Эксперт городского жюри Олимпиады по математике. Ученики Анастасии Васильевны – победители и призеры Олимпиад разного уровня. В том числе победитель Международной Олимпиады имени Каныша Сатпаева, Казахстан. Призеры Всесибирской Олимпиады, серебряный призер Олимпиады МГТУ. Анастасию Васильевну спешат поздравить ее коллеги и ученики. Мы очень рады показать вам это доброе и искреннее видео. Убастабыллах коллегабы Анастасия Васильевна. Эйгин билигинен кыйын. Саха Республикатын бастыгы президентын стипендияты анаммытынан этитигистимник, коллектив букабарылыгеттерин, учуталларын, өренәтчилерин, оны түрпүттерин аттырыттан біз әғадділейбін көмілі. Күнді Анастасия Васильевна, бұл сырлах үлән үрдіктік сыналамбытынан этитик истимник әғадділейбет. Гимназия бітігар, учутал бұғытынан, класс лайшынан бұғытынан,
Итер, вертер, үлебитигер, күстах, сырлах, үләгенен биһиги кен туттабыт онна олустук тен үлебит. Чугас жонуң, төрөппиттерин, оғлорун, дерин мақталарыгар, онда бастабыларыгар, уйдаранган, өсі дағаны хетилах үлелері, үлен хетилах түміктересі тақытыр уқтырден әрінәбет. Уважаемая Анастасия Васильевна, поздравляю вас с наивысшей наградой. Благодарю за чуткость, понимание и терпение, за знания, вложенные в нас. Күндү тапталлах жуталым Анастасия Васильевна. Үрдүк награданнан өсүрах биттен нагардалибин. Аяхы өрөмүн жаллах суларбын. Өрү мактана санагым. Убастыр таптар учуталбытын Анастасия Васильевна сыралах үлен сыналмыдын түбүктәк үлен түмүктәмүтүнен агардалибит. Өсөдаганы үләгар үрдүк ситиилери саңаттан саганы, соңтан солуну аян туданис. Аяха ярнар жал, әйгинен били бай артыгынар ер ситии. Анастасия Васильевна әйгинен кен туттабыт. Анастасия Васильевна, от имени Общественного совета стипендии «Знанием победишь» мы вас поздравляем. И я хотел бы сказать, что география у нас учителей, которые получили стипендию «Знанием победишь», расширяется. У нас уже более 30 районов представляет география республики. Так? И, конечно, я хотел бы здесь еще, пользуясь случаем, сказать, что у нас выступал, представлял ректорский корпус российский Мажуга Александр Георгиевич. Когда он получал стипендию, был доцентом, кандидатом наук Московского государственного университета. А сейчас он уже ректор университета имени Менделеева, один из лучших ректоров вуза. Да? И вот такие у нас достижения именно учителей и педагогов. Спасибо, Афанасий Иванович. Мы поздравляем еще раз Анастасию Васильевну с получением стипендии «Знанием победишь». Сейчас, дорогие друзья, мы уходим на короткую рекламную паузу и через несколько мгновений продолжим церемонию вручения именной международной стипендии. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Масштабный конкурс «Бриллиантовые нотки» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» будет проходить в формате онлайн. Ждем для участия все творческие коллективы и отдельных исполнителей со всех уголков нашей республики. Саха серинекене мекетер тутар хороллах алроса компания туладыр эйкене карыстыр. Ол тугара оңорон тахары табогун булгутчурастыр онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричествоны ылар. Туханыллы сирдери чөлгөр төһерер. Саха серин айылкатын нарыннам чекеретин уянын карыстыр сүдүкөгөн билинет. Алроса саха компанияда. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем торжественную церемонию вручения международной стипендии «Знанием победишь». Напоминаем, что это именная стипендия первого президента нашей республики Михаила Николаева, которая традиционно уже в 19-й раз проводится именно в этот день, 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича. Еще одним среди обучающихся стипендиатом премии становится Станислав Новиков, ученик 11 класса Республиканского лицея-интерната. Он, так же как Кирилл Куницын, успешный участник Олимпиад по физике и математике, призер Всероссийской школьной олимпиады по физике. Общественник, ведет кружки для младших классов по физике и математике, участвует в якутской фольклорной группе. Станислав Константинович Новиков,
Ученик 11 класса Республиканского лицея-интернат. Двукратный дипломант Международной олимпиады по экспериментальной физике. Дипломант 3-й степени по физике Олимпиады Туймады. Обладатель диплома 3-й степени по физике и 2-й степени по математике Олимпиады Каныша-Сатпаева, Казахстан. Многократный победитель и призер Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике и математике. Дипломант 1-й степени по физике открытой региональной межвузовской олимпиады. Победитель и призер олимпиад по физике и математике разного уровня. Мы рады приветствовать Станислава в нашей студии. Добрый день, Станислав. Станислав? Мы поздравляем вас с получением Поздравляю. стипендии. Станислав, скажите, за какие достижения вы получаете эту стипендию? Думаю, что невозможно выделить несколько конкретных олимпиад, благодаря которым я удостоился такой высокой чести. Но думаю, что большую роль в этом сыграли мое призерство на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике и двукратное завоевывание бронзовой медали на Международной экспериментальной олимпиаде по физике в Беларуси. У вас есть какие-то планы на будущее? Вы определились с поступлением? Какую специальность вы уже выбрали для себя? С вузом я определился давно, где-то уже в 5 классе. Я решил, что хочу поступить в Московский физико-технический институт, фестиваль школы физики и исследований имени Капицы. И надеюсь, что у меня это получится. Огромное спасибо, что приняли участие в нашей торжественной церемонии, за то, что пришли к нам в студию. Мы вас еще раз поздравляем с получением стипендии. Афанасий Иванович, вы, наверное, тоже хотите что-то сказать. Пользуясь случаем, мы поздравляем весь педагогический коллектив Республиканского лицея. Так, не один раз, а много раз именно учащиеся Республиканского лицея становятся стипендиатами первого президента. Так, и хотел бы, чтобы Станислав обратился к своим учителям, своим друзьям, которые учатся вместе с ним, так, потому что у нас такой исторический момент для него, так? Надолго запомнится сегодняшний день. Станислав, еще раз поздравляем. А мы продолжаем называть имена стипендиатов тройки педагогов, отмеченных премией «Знанием победишь». Мы рады представить вам Артема Васильева, выпускника столичной школы номер 23. Артем Тарасович Васильев, выпускник средней школы номер 23 города Якутска. Аспирант, ассистент факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий. Победитель и призер Международной студенческой олимпиады по программированию. Член жюри Международной олимпиады школьников Туймада по информатике. Тренер сборной команды школьников республики по информатике. Тьютор образовательной программы «Олимпиадная информатика» образовательного центра «Сириус». И Артем сейчас у нас на связи. Добрый день, Артем. Артем, здравствуйте. Вы в эфире. Странно так себя видеть. Здравствуйте, Артем. Добрый день. А мы вас поздравляем с получением именной стипендии «Знанием победишь». Спасибо. Рад подключиться к прямой трансляции. Артем, сейчас вы... Я нахожусь за 6 часовых поясов. Да, вы сейчас находитесь в 6 часах от города Якутска, проживаете в городе Санкт-Петербурге. Скажите, чем вы сейчас занимаетесь в городе на Неве? Ну, соответственно, я вообще приехал в Санкт-Петербург, чтобы поступить в университет ИТМО. И, соответственно, здесь же я остался преподавать. Я преподаю бакалавром в университете ИТМО. Такие курсы, как дискретная математика, алгоритмы, математический анализ, ну и в целом участвую, полностью вовлечен в образовательный процесс в университете. Артем, а есть ли у вас какие-либо проекты, связанные с Якутией? Сейчас, в данный момент, либо, может быть, в планах?
Я каждый год до этого года приезжал в качестве жюри на Олимпиаду Туймада. Я составлял задачи, помогал придумывать решения. В общем, полноценно работал в жюри. Афанасий Иванович? Вот, пока никаких других проектов у меня нет. Артем, мы хотели бы вас поздравить от имени общественной комиссии с присуждением стипендии первого президента. И в онлайне мы хотели бы вам показать именно знак «Знанием победишь», так? И мы, когда обсуждали вашу кандидатуру, так, мы действительно знак уважения за то, что вы приезжаете каждый год, вот приезжали, делали задачи, занимались с нашими учащимися, так, мы присудили вот именно общественным советом, который поддержал наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. И мы хотели бы, чтобы вы продолжили вот эти традиции, именно делать сложные задачи для наших детей, да, но им помогать для того, чтобы они решали такие задачи, чтобы они побеждали в всероссийских международных олимпиадах. Спасибо вам, успехов! Спасибо вам, мне очень приятно. Спасибо, Артем, что вышли с нами на связь. Мы вас еще раз поздравляем. А сейчас мы рады представить вам самого младшего стипендиата Международной премии «Знанием победишь» Павла Куприянова, ученика 6 класса Высшей школы музыки института имени Босикова. Павел Александрович Куприянов, ученик 6 класса Республиканской высшей школы музыки, лауреат первой премии первого международного открытого конкурса молодых музыкантов «Розовая чайка», лауреат первой премии 12-го всероссийского конкурса музыкантов и художников имени Кеннеля, лауреат первой премии республиканского конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии», член волонтерской группы по концертной деятельности ветеранам проекта «Музыка для всех». Павел, мы поздравляем тебя с присуждением стипендии «Знанием победишь» и вручаем от имени первого президента. Спасибо. Сегодня Павел к нам пришел в студию вместе со своей сестрой Саяной, извините. Они приехали к нам. Да, ну, мы знаем, что вот Павел и Саяна, они вообще родом и живут в Среднеколымске, так? И родители сейчас очень волнуются, да, я с ними сегодня разговаривал, и они находятся, вот смотрят телевизор у себя дома, да, и мы, пользуясь случаем, предоставляем возможность, чтобы они обратились к своим родителям, своим родным в далекой Среднеколымск. Можете передать привет. Давайте. Мама, папа, привет. Привет. Здорово. Ну, Ларина, мама работает воспитательницей, так, в детском саду, а отец врач также, да? Да. И, Саяна, вы расскажите, пожалуйста, как вы поступили в школу музыки, а потом Павел поступил. Давайте-ка. Я только выпустилась из детского сада и увидела в телевизоре мультик про маленького Амадея Моцарта. Он играл на скрипке со своей сестрой, она ему аккомпанировала. Я подбежала к маме и сказала, что хочу тоже играть также на скрипке. Ух ты, это здорово. А Павел как оказался в высшей школе музыки-то? Саяна каждый год ехала в Якутск, поэтому мне тоже стала интересна музыка, и я стал пианистом. Павел, скажите, а какое музыкальное произведение вам больше всего нравится? Какой композитор? Мне больше всего из моих любимых произведений нравится Людвиг ван Бетховен, а любимое мое произведение – это «Пятая соната Бетховена». А вы уже решили, кем будете, когда вырастете? Какую профессию вы выберете для себя? Наверное, я буду музыкантом. Хороший выбор. Огромное спасибо вам. Мы еще раз поздравляем вас с получением. Да, послушаем сейчас игру Павла. Все, спасибо. Спасибо.
А замыкает тройку педагогов-стипендиатов премии «Знанием победишь» Сильвия Марару, которая подтверждает международный статус этого проекта. Ведь Сильвия из Румынии, она директор теоретического национального лицея. Профессор, директор частной общеобразовательной школы в Румынии, обладатель ведомственного знака Министерства образования и науки Республики за преданность олимпиадному движению, распространение опыта в семинаре «Российский и международный опыт работы с одаренными детьми» Института развития образования и повышения квалификации Республики в рамках летней международной школы педагогов. Очень рада приветствовать Сильвию, которая дозвонилась к нам из Бухареста, а помогать общаться нам будет Галина Пономарева. Добрый день, Сильвия. Очень рады вас видеть и слышать. Сильвия, добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть и слышать в нашей студии и поздравляем вас с получением стипендии «Знанием победишь». Сильвия, добрый день. Мы рады вас видеть. Мы, вот, когда обсуждали присуждение международной стипендии «Знанием победишь» первого президента, остановились именно вашей деятельности как руководителя учебного заведения и как руководителя команды Румыния, который каждый год приезжал именно на Олимпиаду Туймада, поддерживал наш международный проект Олимпиаду Туймада. И тем самым вы помогали и нам организовывать Олимпиаду международную, да? И хотели бы, чтобы вы всегда оставались таким же улыбчивым, таким же прекрасным и давали лучшее образование для своих детей, детей Румынии, и, конечно, поддерживали наши proiecte. Doamna profesoară Silvia Mararu, ne bucurăm foarte mult că din cauza lui activitatea dumneavoastră și că ați sprijinit noi la participarea echipei dumneavoastră în această olimpiadă. Și din cauza dumneavoastră educația devine mai bună în regiunea noastră și în total în Rusia și pentru elevii dumneavoastră. Ne bucurăm și vă felicităm cu această nominație. Veți câștiga cu cunoștințe bursa personală a primului președinte al Republicii Saha-Iacutia. Mulțumesc. Mulțumesc domnului președinte Nicolaev. Я благодарю вас всех и благодарю первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Într-adevăr, din anul 2007 am primit invitația de a participa cu o echipă numeroasă de 12 elevi în iulie 2007 în Iacuț, în satul Țăpăevo, la liceul Lenski Krai. Если что, я могу что-то сказать. Если скажете. Первый раз приехали в Якутию участвовать в Олимпиаде Туймада еще в 2006 году. Я приехала тогда еще, получается, с 20 учениками. И это было первый раз, когда я приехала в Якутию. Am continuat apoi an de an să venim la dumneavoastră la Olimpiada Pluridisciplinară Tuimada și cred că a fost o binefacere pentru noi, pentru elevii noștri și profesorii din educația științifică, fizică, matematică, informatică și chimie, pentru dezvoltarea creativității și perseverenței elevilor de a obține rezultate foarte bune. И получается, с 2006 года мы продолжали приезжать, участвовать в Олимпиаде Туймада каждый год. И это дало не только нам, педагогам,
руководителям команд, да, школьников, но и нашим школьникам очень хороший опыт не только участия, но и для развития креативности, для общего развития каждого ученика. Принесло очень хорошие плоды. Iar la 25 aniversare, în 2018, zic că am avut așa o performanță deosebită, pentru că cu o elevă numai de 14 ani am obținut la juniori, la etapa juniorilor în chimie, o medalie de bronz prin o elevă deosebită. Zic că viața științifică în toate țările participante a avut o deosebită importanță, a crescut extraordinar de mult. Oricum, noi vă felicităm și vă mulțumim totodată pentru inițiativa deosebită de a organiza această olimpiadă multidisciplinară pentru copiii generației secolului 21. Спасибо, Сильвия, за то, что вышли с нами на связь. Мы благодарим Галину за прекрасный перевод с румынского. Еще раз поздравляем Сильвию с получением стипендии «Знанием победишь». А сейчас слово мы передаем первому президенту Якутии, основателю международной стипендии «Знанием победишь» Михаилу Николаеву. И пока мы дозваниваемся, хотелось бы отметить, что с 20 октября по 6 ноября этого года была проведена викторина, посвященная 83-летию Михаила Николаева. В ней приняло участие более 50 ребят из 12 районов республики и города Якутска. И победителями этой викторины стали Большаков Мичил, ученик 6 класса Мюринской юношеской гимназии имени Алексеева, Сыромятникова Аина, ученица 8 класса Татинского лицея, и Скрипников Денис, ученик 4 класса школы номер 1 города Алдана. Ну а Михаил Ефимович сейчас у нас на связи. Добрый день. Добрый день, Михаил Ефимович. Добрый день, дорогие земляки. Мы сегодня очередной раз отмечаем большой праздник для нашего учительства, школьников, родителей. Непереходящей ценностью человечества всегда было и останется знание, образование. И не случайно наша стипендия называется «Знанием победишь». Учеба – это подвиг, а подвиг требует храбрости. Только храбрые, волевые, с характером люди добиваются поставленных задач. Я поэтому пожелал бы нашим ребятам: будьте всегда свободными, независимыми и, главное, храбрыми. Не думайте, что вы где-то родились в далеком севере. Вы провинциалы. Творец создал всех детей мира с одного материала. Разница в том, одни волевые, храбрые, целеустремленные, а другие несколько уступают. Вот поэтому наши дети прежде всего должны быть настойчивыми, волевым характером, храбрыми. Не бойтесь, что вы родились в далекой Якутии. Мир сегодня опоясан такой системой, что любое время с любым человеком можно общаться свободно. Говорят, что 21 век – это век образования. На самом деле это так. Никогда в истории человечества не было, что великолепные, лучшие лекции докторов наук, мировых университетов
опубликовались в интернетах. Никогда не было лекции лауреатов Нобелевской премии, размещались на различных сайтах. Только знайте язык и вместе с учебой занимайтесь именно мировой сетью, где вы узнаете больше, чем ваш окружающий мир. Я хотел бы сегодня остановиться еще на одном моменте. Якутская педагогика имеет богатую историю, традицию. Мы гордимся всегда и будем гордиться нашими выдающимися педагогами, как Георгий Бессонов, Алексеев, Борис Андреев, Старовайтов и другие. Ведь именно они оставили великолепное наследие, на основе которого развивается наша якутская педагогика. Поэтому никогда не забывайте свою историю. Именно развитие должно идти на основе самобытной культуры, самобытного образования и традиции. Я очень искренне благодарен сегодня нашему экспертному совету, Малой академии, Министерству образования, который очень бережно из года в год развивает это движение назначения, вручения, звания лауреатов, стипендии вручает. Это очень хорошо. Только системная работа дает свои плоды. Поэтому мы скоро будем праздновать 20-летие вручения этой премии. И вы здесь вначале сказали, сколько людей награждены этой медалью, получили стипендию. Это очень хорошо. Это обогащает нашу образовательную сферу. Наше пространство расширяется. Мы с республиканского уровня вышли в свое время в российское пространство. А сегодня уже в мировом пространстве принимает участие наша стипендия. Афанасий Иванович, я благодарю. Вы с первых дней поддержали это движение, возглавили большой экспертный совет, который из многочисленных кандидатов выбирает самые лучшие. И сегодня зрители республики, наверное, убедились о награжденных, какие люди получили это звание. Они уже формировавшиеся личности со школьной скамьи. Они никогда не подведут республику. Они чисты будут в совести перед республикой, перед родителями. И всегда будут носить гордое имя нашей республики, Республики Саха. Пользуясь случаем, я благодарю главу нашей республики, который поздравил меня с днем рождения. Я благодарю всех жителей республики, которые сегодня практически по московскому времени с ночи обзванивали, различные поздравительные телеграммы отправляли. Я искренне люблю вас, уважаю и всегда буду жить судьбой моей республики. Сегодня мне рассказали, как по НВК передавали мое интервью. Это еще раз говорит о том, что традиции, заложенные еще в далекие 90-е годы, продолжаются. А 90-е годы мы заложили фундамент из традиций наших предшественников. Мы много работали, именно думая не только о себе, а о прошлом, думая о будущем. Так
жизнь должна устроена быть. Спасибо еще раз. Успеха. Еще раз я поздравляю всех наших лауреатов. Это гордость Якутии. Это новые имена Якутии, которые будут жить, творить и управлять Якутией в 21 веке. Спасибо редакции НВК «Саха», которая предоставила возможность предоставить сегодняшнюю, пользуясь этой пандемией, расширить круг зрителей вручения этой именной стипендии. Спасибо вам, счастья, благополучия и удачи. Михаил Ефимович, еще раз разрешите поздравить вас с днем рождения, счастья и добра. Бары түйіні жолы соргуны бағарабыд, Михаил Ефимович. Ән сағалабыд, үлән қамнағын салғанан бара тұрар. Айсен Сергеевич, бұсылға Международная артическая школына арыйда, оны эхе көресті жағыт. Онтан бұл эхил Малая артическая академия наук улақан диеті оты үліға керияқтақ. Онан бехеге оғалар бұтын, итчаттар бұтын, өріқта білілі оңырдық бұтына кәскелбет бар. Поэтому, Михаил Ефимович, наше будущее за нашими детьми, за образованием. И мы хотели бы, ваши сподвижники, ваши друзья, коллеги, общественность, поздравить вас с днем рождения. И то, что вы делаете, день рождения, подарок нашим детям, учителям, это именно большое дело. Большое спасибо. Счастья и добра. Афанасий Иванович, давайте еще раз поздравим всех стипендиатов, тех, кто сегодня получил международную стипендию «Знанием победишь». Ну, во-первых, хотел бы поздравить всех стипендиатов, всех наших учителей, детей, родителей и педагогическую общественность школ. Да, действительно, сегодня наше телевидение сделал подарок для учительской общественности, для детей, что именно открыто показал, как вручается стипендия «Знанием победишь». И мы будем эту традицию продолжать. Большое спасибо. Всех днем рождения первого президента нашей республики. Спасибо вам, Афанасий Иванович. На этом наша торжественная церемония вручения международной стипендии «Знанием победишь» завершена. Мы еще раз поздравляем всех стипендиатов, всех победителей, всех участников этой премии. До новых встреч!